Здравствуйте, это программа «Интервью», с вами Азат Самирханов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Цыбин, один из руководителей и тренер хоккейного клуба «Уфа». Как вы уже поняли, будем говорить сегодня о детском хоккее. Дмитрий, приветствую вас. Добрый вечер, Азат. Расскажите, пожалуйста, что из себя на сегодняшний день представляет ваша школа, ваш клуб? Насколько я понимаю, он совсем молод еще. Да, у нас в феврале 2021 года 3 года будет исполняться как со дня основания клуба. Клуб сейчас насчитывает у нас уже около 100 детей, учеников нашего клуба хоккейного, детского отделения хоккея. Также у нас есть отделение для взрослых любителей хоккея. У нас ходит порядка 20-25 человек с разной периодичностью. В клубе у нас работает около 10-12 тренеров, где-то кто-то совмещает иногда, то есть не на постоянной основе. Вот так вот, в принципе, развиваемся потихоньку. Насколько я знаю, у вас довольно-таки интересные методики именно работы с детьми. Мальчики и девочки вместе катаются. Мы и мальчиков, и девочек набираем, да, у нас есть наборы для мальчиков и девочек, и набор у нас с 3-4 лет. Если, то есть, ребенок в 3-4 года уже есть интерес, есть какая-то осознанность, мы приглашаем его на тренировках. И для самых маленьких, да, у нас такая в игровой форме, у нас опытный педагог по начальной подготовке Татьяна Николаевна Некрасова. Много лет в детском садике отработала, сама она мастер спорта по конькобежному спорту. И вот там где-то с игрушками, где-то какие-то кубики на лед у нас берутся, еще какие-то дополнительные веревочки там делают, какие-то там с прищепкой, скажем, там какую-то ленточку прицепляют. Ну, это уже, например, в зале. И они играют там, скажем, там надо этот хвостик оторвать, догонялки. То есть стараемся именно такую игровую методику вводить, чтобы дети с большим удовольствием хотели прийти к нам на тренировки и ждали, когда этот момент произойдет. Как родители реагируют? Потому что не секрет, что родители очень часто вмешиваются в тренировочные процессы, в профессиональных школах и так далее. Да, это действительно такая актуальная проблема, то, что родители вмешиваются. Но мы над этим работаем и проводим беседы и с родителями, такие семинары, и командные мероприятия, такие, скажем, как так называемый тимбилдинг. У нас там, скажем, такие мероприятия на открытом воздухе, где родители вместе где-то шашлыки жарят, отдыхают, дети вместе с тренерами какие-то тоже эстафеты, конкурсы, то есть так выстраиваем, стараемся выстроить дружный, сплоченный коллектив. И, безусловно, до родителей мы доносим, что нет необходимости вмешиваться в тренировочный процесс, подсказывать тренерам, потому что все-таки у нас и специалисты, тренеры, которые имеют высшее образование, тренеры, которые закончили высшую школу тренеров, это уже, то есть, углубленное высшее образование. Поэтому специалисты хорошего уровня, тренеры, которые работали в Салават Юлаеве и потом перешли к нам по тем или иным причинам, достаточно опытные специалисты, хороший тренерский состав, поэтому мы эту тему прорабатываем. Как возникла идея создания этого клуба, этой школы? Как возникла идея? Сложно сказать, как именно возникла идея. Наверное, ввиду необходимости. То, что у нас в Уфе миллионный город, и у нас, по сути, всего лишь один хоккейный клуб Салават Юлаев, и у него направленность на профессиональный хоккей. То есть выступать на чемпионатах России, завоевывать определенные места даже по детскому хоккею. От как такового массового хоккея, доступного хоккея у нас, в принципе, предложений не было. Что, скажем, ребенок учится в 3 классе, но он захотел играть в хоккей, захотел, то просит родителей, купите ему форму, и у него, в принципе, до того, как появился хоккейный клуб Уфа, была единственная возможность, где-то зимой на коробке покататься. Но зимой это, во-первых, достаточно ограниченный период, потому что там то метель, то оттепель, то мороз, то площадку не залили. А сейчас, скажем, у этого ребенка в 3 классе он может прийти к нам и, в принципе, у нас заниматься без проблем. А с точки зрения профессионального хоккея это уже поздно, да? Да, в Салават Юлаев уже набор для этой возрастной группы, он, в принципе, уже просто закрыт, и они уже достаточно хорошо развились. Если он, конечно, очень талантливый, у него есть шансы догнать этих ребят, но в целом такое бывает редко, и поэтому они, в принципе, уже в этом возрасте не берут. А таких, на самом деле, детей много появляется, которые там в 2-3 классе, и они хотят еще заниматься, и мы такие возможности предоставляем.
Ну, несмотря на то, что клуб ваш молодой, вы выиграли президентский грант, насколько я правильно понимаю, совсем недавно, как раз на развитие такого массового юношеского спорта. Да, да, за все верно. Мы не так давно выиграли фонд президентских грантов с нашим проектом «Здоровое поколение. Сильный регион». И в рамках этого проекта мы уже купили вратарскую форму, где у нас сейчас любой желающий мальчик может попробовать себя в роли вратаря. То есть пришел на хоккей, и у тебя есть хоккейная форма, вот бесплатно выдается вратарская форма, парень одел ее, попробовал, поиграл, понравилось, не понравилось, не понравилось, снял, вернулся снова в полевую, статус полевого игрока, другой попробовал. И также мы закупили дополнительно 20 маек, чтобы выдавать ребятам. И по этой программе мы уже объявили набор из многодетных и малообеспеченных семей. Детей от 6 до 10 лет мы набираем, 20 человек, они смогут заниматься в нашем клубе на безвозмездной основе. Замечательно. 20 человек это на год, да, целый? Да, целый год, вот этот сезон. Мы, конечно, планируем и в дальнейшем этот проект поддерживать и развивать. Ну и будем надеяться, что у нас и фонды будут поддерживать, благотворительные и другие социальные фонды, чтобы мы могли этот проект поддерживать в дальнейшем и развивать его. И даже увеличивать это количество детей, которые бы могли заниматься на безвозмездной основе. Для понимания, сколько стоит одеть вратаря сегодня ребенку? Ну, достаточно дорого. Скажем так, форма стоит, наверное, там 80, 100, 150 тысяч. Вот так вот. Если там топовую мы, скажем, берем, или там начальный уровень. Ну, это достаточно дорогое удовольствие. Довольно-таки дорого, да. Вратарская форма, она, ну, это самое дорогое, в принципе, что есть в хоккее. Она значительно дороже, чем для полевого игрока. Что в планах у клуба? Вы получили грант, вы набираете ребят, делаете такой хороший социальный проект, который даст возможность 2 десяткам мальчиков заниматься профессионально хоккеем или любительским на довольно-таки серьезном профессиональном уровне. Ну, в планах, безусловно, конечно, расширение. У нас есть, так скажем, предварительные договоренности с инвестором, который планирует в Уфе открывать каток. Ну, он, естественно, планирует открывать под коммерческую деятельность, но у нас есть с ним договоренность так, что мы туда зайдем, как будем базироваться на этом катке, ну, и он нам тоже определенные скидки будет делать, то есть значительно ниже, чем, скажем, будет сдавать под коммерческую аренду. И планируем, в принципе, развивать и в дальнейшем и массовый хоккей развивать, и, может быть, попробовать более, скажем так, профессионально, если у нас наберется такая группа желающих детей, профессионально тоже где-то на чемпионаты России заявляться. Со своей базы, если у нас будет свой каток, где мы будем постоянно базироваться, будет там 5-6 часов льда каждый день, мы вполне сможем это сделать, учитывая то, что у нас есть опытные специалисты, тренеры, которые уже имеют большой опыт непосредственно и работы в Салават Юлаеве и в других клубах. Лед это ведь большой дефицит, да, в столице республики, да и в целом по региону. Я так понимаю, что и по стране нам сравнивать с Канадой смысла нету, да? Ну, даже не с Канадой мы, наверное, можем сравнивать, если наши ближайшие соседи брать, это там Челябинск или Казань, там, и там на эти миллионные города, там, наверное, 15-20 коробок ледовых площадок, крытых ледовых площадок. У нас, в принципе, на данный момент, если мы не берем Шакшу, школу Азаматова, потому что она географически очень далеко находится, и, в принципе, большая часть жителей, им сложно добраться, очень много времени тратить на дорогу. У нас в центре города практически получается всего лишь 4 катка. Это 2 катка на Уфа-арене, основной, включая и тренировочный, и также во Дворце спорта 2 катка, основной и тренировочный. А учитывая, что у нас 3 профессиональные команды, это Салават Юлаев, естественно, главная команда, Талпар и Агидель, женская профессиональная команда, то есть они очень много льда берут, у них игры, и на школу, даже Салават Юлаеву на школу не хватает льда, не говоря уже, то есть о нас. Мы поэтому сейчас, как так получилось, что нашли такой выход. Сейчас у нас не так давно открылась шорт-трек-арена по улице Невского, 15 по адресу. И вот мы сейчас, хорошие у нас возникли партнерские отношения с руководством этой арены. И вот базируемся там, тренировки проводим. И на детском уровне там нам вполне хватает. Несмотря на то, что она как бы не совсем хоккейная, лед полноформатный хоккейный по размеру, но там борта мягкие. Ну, для детей это даже плюсом где-то, то, что это более безопасно, да. И то есть на детском уровне нам этого
Сейчас вполне хватает. Это сейчас, но у вас в планах расширяться, да, вы получили грант, а льда больше не становится. Вся надежда на вот частных инвесторов, которые вот... Ну, льда будут- стало, вот с учетом того, что мы начали работать с шорт-трек ареной, с руководством, льда стало, то есть, значительно больше. Вот сейчас с сентября у нас будет 5 раз в неделю лед. С понедельника по пятницу в 20-15 у нас каждый день будет лед. Ну, плюс возможность брать в выходные дни дополнительный какой-то лед еще там под игры, еще под что-то. Поэтому лед по сравнению с прошлым годом у нас практически в 2,5 раза увеличится. Если в том году мы там получалось где-то выкроить лед, когда Слава Тюлаев нам давал, где-то 2 раза в неделю, но иногда 3. То есть сейчас у нас стабильных 5 льдов, и плюсом мы еще можем где-то дополнительно взять. Вот когда как раз Слава Тюлаев в субботу, воскресенье, может быть, у них там чуть более разгружено, может быть, там сможем взять. У нас тоже с ними также есть договоренность по аренде льда. Договор мы с ними в этом году также продлили, подписали наш клуб. Скажите, пожалуйста, вот возвращаясь к теме гранта, это ведь не так просто выиграть грант, насколько я понимаю, это федеральные, да, Это федеральный деньги. грант, да. Вот. Как этот процесс весь происходил и что в будущем вы продолжаете как-то развиваться и, я не знаю, там искать помощи извне? Да, безусловно, конечно, детскому спорту тяжело как-то найти какую-то помощь от таких коммерческих спонсоров, потому что, прямо скажем, отдача именно какой-то такой в рекламе или в чем-то, она, минимальная отдача от детского спорта. Поэтому, безусловно, мы будем пытаться и дальше работать в этом направлении. Грант, да, конечно, это непростая задача, и писался он не быстро. У нас есть в клубе директор наш спортивный, который отвечает за это. Вот он занимался этим вопросом, писал грант, работал над этим, там не один десяток часов посвятил печатной работе, то есть немножко так перестроился, он сам тоже хоккейный человек, но перестроился, изучал информацию, сходил на специальные конференции, чтобы, то есть, понимать, как это написать. Просто так тоже нельзя сказать, то есть дайте нам это, вот мы сейчас наберем, и все, надо все расписать, составить смету, план, отчетность и так далее. На самом деле это непросто. И мы, конечно же, планируем дальше. Мы написали еще одну заявку, подали на грант главы администрации города Уфы. И вот в рамках этого гранта мы планируем вот этих детей уже, то есть которых мы берем 20 человек на безвозмездной основе. Если у нас удастся выиграть этот грант, мы планируем на деньги этого гранта купить еще 20 комплектов формы, чтобы дети, когда к нам они пришли, это, наверное, осуществится только уже к следующему сезону, но тем не менее, чтобы дети, когда к нам пришли, мы могли им и бесплатно дать и обучение, и еще им форму дать на время обучения, пока они к нам ходят, чтобы мы им еще выдавали, чтобы это было полностью для них бесплатно. Замечательно. Включая форму. Дай бог, чтобы все ваши планы реализовывали. Спасибо вам за эту беседу. Я напоминаю, что сегодня в эфире программы «Интервью» у нас был Дмитрий Цыбин, тренер и один из основателей хоккейного клуба Уфа. Мы говорили о детском массовом спорте. Спасибо.